я читал в социальных сетях некоторых, когда, ну, высказывался такой тезис, что это буквально на коленках за 2-3 месяца подготовили к переписи. Татары северо-запада ждут КАМАЗы этих книг. Если будет спрос, мы готовы как бы отпечатать еще больше. Радик, скажите, пожалуйста, вот книга «Татары Уфимского уезда», почему раньше не была написана? Там все-таки описывается и восток Татарстана. Ну, вообще надо сказать, что вот эта вот книга Татаро-Уфимского уезда, вообще первый опыт, такой опыт презентации, репрезентации материалов ревизских сказок, именно как справочное издание. Вот. Почему раньше? Ну, надо сказать, что это очень большая работа, которая велась. Вообще интерес именно к корейским материалам, он появился давно, но вот актуализировался вот буквально несколько лет назад, когда мы в Институте истории, вот конкретно я говорю про наш институт, когда у нас появился специальный отдел историко-культурного наследия, и мы уже начали вплотную заниматься историей населенных пунктов. И мы поняли, что вот это материалы ревизии первых надо вводить в научный оборот, надо помогать и краеведам, развивать краеведческое движение. Ну и сама вот эта вот книга, она возникла как определенное такое вот в результате взаимодействия профессиональных ученых Института истории и краеведов. То есть сама инициатива создания этой книги исходила как раз от краеведов. От каких краеведов? Это краеведы из Башкирии, которые жизнь заставила искать материалы ревизии, которые занимаются составлением родословных. И когда составляешь родословные, основа любого генеалогического исследования – это обращение как раз к материалам о ревизии. Долгое время вообще считалось, что вот, в том числе из подачи башкирских исследователей, что первых ревизий по именно этому региону вообще не сохранилось, или они плохо читаются. Вот, поэтому жизнь заставила краеведов заниматься в архивах, искать эти материалы. Как известно, вот эти первые три ревизии находятся, то есть оригиналы этих ревизских сказок, они находятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве. То есть они выезжали туда, искали эти материалы. Вот надо сказать, что, вот, допустим, материалы одной из списка первой государственной ревизии по Уфимскому уезду вообще было обнаружено в материалах Астраханской губернии. То есть это была большая работа поисковая, чтобы вот выявить. А ревизские сказки – это огромный пласт, документальный пласт по 1000 страниц, одна сказка. И это вот просто найти, выявить все это, проанализировать, конечно, это очень большой по хронологическому плане это заняло время. Ну, как мне вот признавались вот эти краеведы, что они вот начали заниматься это 15 лет назад. Им вот потребовалось 15 лет на то, чтобы выявить эти материалы, верифицировать эти данные, именно что там вот именно татарские деревни. А в чем же была задача сотрудников Института истории? После того, как нам вот обратились с такой просьбой, к предложениям, С предложением опубликовать. с предложением не только опубликовать, принять участие в подготовке данной книги. Потому что понятно, что краеведы работают по-своему. Все вот эти материалы, которые были предоставлены краеведам, надо было привести в такую вот форму научную, составить научно-справочный аппарат, подготовить вводную статью, поясняющую. Ну и все вот материалы, которые были предоставлены, надо было научно верифицировать, проанализировать и просмотреть, насколько все корректно с научной точки зрения здесь вот представлено. Сотрудники института выезжали в Российский государственный архив древних актов, сняли копии. Это в Москве, да? Да, это в Москве. Сняли копии материалов ревизии, то есть это несколько тысяч листов. Все эти копии у нас имеются на руках.
Часть из них мы вот использовали во вкладыше, то есть цветные вот, иллюстрации, которые здесь вот представлены. И все материалы, которые предоставили краеведы, мы проверили, уточнили. Были места, которые были пропущены, допустим, некоторые населенные пункты выпали. В третьей ревизии не были использованы, значит, деревни татар-кряшан, то есть новокрещенные, старокрещенные деревень вообще не было. То есть мы все еще раз с начала до конца все просмотрели, добавили пропущенные населенные пункты, поставили точные листы по каждой деревне, то есть это справочное издание, чтобы ориентироваться, составили вводную часть и полностью вот обработали, то есть чтобы она соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к данному виду научной продукции. Вот. И можно сказать, что это вот такой вот очень позитивный опыт взаимодействия и сотрудничества между профессиональными историками и краеведами. Я думаю, что вот Татаро-Уфимского уезда, вот такое справочное издание, это первая такая ласточка. И надо сказать, что вот у нас татары живут по всей России, в том числе вот в Республике Татарстан. И вот такие вот справочные издания, они значительно облегчают работу и по составлению своих родословных, и по написанию истории своей малой родины, там, населенных пунктов. И, конечно, вот мы планируем продолжать эту работу, и такие книги появятся, я думаю, и так скажем, не только по населенным пунктам Восточного Татарстана, но и по другим регионам Татарстана, которые тоже вот зафиксированы в ревизиях. То есть это вот работа комплексная, которая вот ведется у нас, и она велась уже, вот, я говорю, вот краеведы уже более 10 лет этим занимались. Поэтому неверно говорить, как вот я читал в социальных сетях некоторых, когда, ну, высказывался такой тезис, что это буквально на коленках за 2-3 месяца подготовили к переписи. Ну, любой человек, который более-менее знаком с ревизией, что это за источник такой, ну, поймет, что это невозможно сделать. Особенно вот первая ревизия, там нужна квалификация, там написано очень таким специфическим языком на скорописи, то есть только расшифровать все это, эти огромные материалы, это требует очень больших затрат и по времени, и усилий, и поэтому здесь, конечно, это большая вот работа, хотя книга, по большому счету, там 200 страниц, но содержащая в нем информация, она очень значима. Здесь вот только тех деревень, которые вот на сегодняшний день существуют, более 600, вот выявили мы. То есть они вот существуют, и каждый человек может, обратясь к этим материалам, в принципе, найти и корни своей семьи, и вообще вот происхождение, когда была деревня основана, кем была основана, кто там жил, сколько там человек было. Почему книга называется «Татары Уфимского уезда»? Разве речь не идет об Уфимской губернии? Ну, почему татары, понятно. Целью была именно показать населенные пункты татар. И мы, исходя из этой цели, вот мы исключали из этих материалов населенные пункты других этнических групп, которые вот проживали на данной территории. Почему Уфимский уезд? Ну, это сложившееся вот название, и вот во всех первых 3 ревизиях везде вот в заголовках дел вот, значится Уфимский уезд. Что это за область? Это территория вот, Восточного Татарстана и Башкортостана, а также сопредельных территорий. Это частичная территория Самарской области, Оренбургской области, Удмуртии, Свердловской области. То есть это обширная территория. Она вот называлась Уфимским уездом. Первоначально она подчинялась приказу Казанского дворца, а с начала XVIII века входила в состав Казанской губернии. В 40-х годах XVIII века эта территория
вошла в состав Оренбургской губернии. А уже в XIX веке, когда образовалась непосредственно Уфимская губерния, уже это стало основной частью этой Уфимской губернии. То есть это историческое название современного Башкортостана и Востока Татарстана, которое зафиксировано в том числе в названиях этих ревизий. Поэтому вот она так и называется. Вокруг этой книги уже поднялся хайп, уже ее обсуждают. Я так понимаю, татары северо-запада ждут КАМАЗы этих книг. Что можем сказать этим татарам? Ну, можем сказать, что данная книга уже есть в свободном доступе. Любой человек, у которого есть интернет, может зайти на сайт Института истории, в раздел «Библиотека», скачать эту книгу, посмотреть. Хочу сказать, что именно в электронном формате эта книга даже удобнее для работы, потому что в формате PDF можно через поисковик очень быстро найти деревню. То есть, если бумажно надо вот перелистывать каждую страницу, там в поисковике я просто набрал название своей деревни, и она сразу как бы высветится, и ее очень легко найти. В бумажном формате эта книга тоже есть. Первый тираж 2500 экземпляров уже отпечатан. Мы планируем весь тираж, основной тираж передать татарскому конгрессу, Всемирному конгрессу татар, который и будет распространять данную книгу, в том числе среди татарского населения Западного Башкортостана, через свои представительства. Уже большой интерес к этой книге, и мы предоставили в том числе и татарским активистам из Башкирии, которые вот интересуются этим вопросом, оригинал-макет книги для тиражирования. Там разные есть форматы, в том числе и через районные газеты. Они пытаются вот это вот именно вот эти населенные пункты, которые входят, допустим, в какой-то район, они отсюда берут просто и печатают. То есть формат распространения, он разнообразный. Если будет спрос, мы готовы как бы отпечатать еще больше. То есть это все будет зависеть от того, насколько эта книга будет востребована. Ну, кроме того, мы ее размещаем на крупнейших электронных библиотеках России. То есть, в принципе, любой человек имеет доступ к этой книге, проблем особых нет. Представим простого татарина в северо-западе Башкортостана. Он заинтересовался вашей книгой. Он знает, из какой деревни происходят его родители. Его эта деревня интересует. У вас есть понимание, может быть, некоторые деревни Башкортостана поменяли свои названия, может, эти названия как-то видоизменились? Вот как быть с этим тонким моментом? Основная часть деревень, как вот они 300 лет назад возникли, существует и здесь, и сейчас. Причем с теми же, как правило, названиями. Ну, немножко менялись названия. Это было связано даже не с тем, что вот тогда они по-другому назывались. Просто переписчики русскоязычные не всегда вот правильно фиксировали на бумаге татарские названия, тюркские названия. И с этим есть нюансы. Чтобы такой вопрос возник, и когда вот презентация была в Ахтаныше, к нам подходили вот краеведы, говорили, ну вот некоторые деревни действительно тяжело найти. Вот поэтому. И было принято такое решение составить к этому книге указатель. Данная работа сейчас уже на финальном этапе, то есть в ближайшее время она будет размещена и на сайте вместе с книгой, и будет распространяться вместе с бумажной книгой, то есть в виде такой брошюры, в котором будет указано современное название деревни, современный район, то есть территориально-административные единиц, в которые она входит, и те названия, которые вот зафиксированы. То есть человек, который знает современное название, может ее, там будет расположено в алфавитном порядке, находит ее, находит те названия, которые фиксируются здесь, и уже может как очень легко найти эти.
Проблема, конечно, существует, что часть деревень сейчас они или вошли в состав других населенных пунктов, или в состав микрорайона городов, или просто перестали существовать. Конечно, с этими населенными пунктами существует проблема, но в указатель мы как бы приняли решение включить только те населенные пункты, которые сейчас существуют. Вот. Поэтому мы стараемся как бы облегчить работу. То есть эта книга еще фактически мы продолжаем работать над этой книгой, над улучшением. Вот. Скажите, пожалуйста, какая есть реакция у исторического сообщества на эту книгу? Заметили, понятное дело, ее заметили в Башкортостане, но заметили ее, не знаю, там, в Москве, в Санкт-Петербурге. Мгм. Ну, в первую очередь, конечно, эта книга рассчитана на краеведов, людей, которые занимаются изучением своей малой родины, составлением родословных. Вот первые, конечно, отклики пошли от краеведов. И Татарстана, и Башкортостана. Очень положительные отзывы. Среди ученых тоже вот буквально на днях мне звонили и из нашего архива, и с Москвы тоже звонили. То есть заинтересованность есть. Ну, то есть, в принципе, есть реакция на книгу. Есть реакция на книгу. От краеведов она положительная. Да, да. От ученых надо сказать, что это еще книга, она буквально недавно вышла, презентация была недавно, а тираж вот только он еще отпечатан, поэтому мы готовы в том числе и к критике, ждем отзывов, рецензий. Ну, пока от именно представителей научной корпорации таких вот отзывов еще не поступало. В соцсетях наши, как их назвать лучше, наверное, идеологические оппоненты, может быть, так их назовем, да? Ну, в частности, Салават Хамидуллин уже разразились критикой этой книги. Говорят, что вот первые 4 ревизии, о которых эта книга, там специально не были указаны башкиры, что там были указаны только татары. Что это значит? Ну, надо сказать, что мы в данной книге и в вводной части, и в предисловиях неоднократно указывали, что в материалах первых 4 ревизий действительно башкирцы не были зафиксированы. Можно немножко пояснений? Башкиры и башкирцы — это суть разные вещи или один и тот же? Нет, если говорить о башкирцах, то вот в материалах 18 века фиксируются именно башкирцы. Слово башкир практически не упоминается. Что такое вот башкирцы? Это, в моем понимании, это сословная группа, которая обладала определенными привилегиями и обязанностями. Главной привилегией башкирцев было то, что они обладали вотчинными правами на землю. То есть эта земля была государственная, но они как бы ею владели как вотчинами. Вот. И уже с 40-х годов 18 века у них начинает создаваться военизированная система, и на них налагается обязательство по несению военной пограничной службы. То есть это такая сословная группа. В основе, то есть этническим, скажем, ядром башкирцев действительно были башкиры, но, как признают сами башкирские исследователи, в его состав входили и другие этнические группы. То есть по аналогии это аналогия такая, как казаки. То есть если вот брать те же самые ревизии 19 века, в составе Оренбургского казачьего войска входили разные этнические группы, в том числе татары-мусульмане, нагайцы, калмыки, крещеные татары. Но в ревизиях все, кто входил в состав Оренбургского казачьего войска, указывали просто как казаки, то есть сословный статус. А в башкирце во многом это такая же сословная группа, которая объединялась вот главным то, что они имели вот права на землю.
Вот. Но почему это связано с современным башкиром? Потому что основная часть вот этих башкирцев как раз и были вот, этническими башкирами. Термин вот башкир, он больше, конечно, применительно к XIX веку уже начинает фиксироваться. В ревизиях учитывались башкирцы? Перед проведением ревизии издавались специальные указы, допустим, в первый, второй. В третий специально оговаривалось, что учитывали все податное население, кроме башкирцев, уфимских татар. Почему не учитывали башкирцев в материалах первых, вот, по крайней мере, 3 ревизий? Ну и в 4 мы тоже их не видим, потому что, как я уже говорил, задача ревизской переписи, это была перепись фискальный учет. То есть это была проведена налоговая реформа, и надо было государству записать всю базу налогоплательщиков, то есть тех лиц, которые платили подати. Для этого вот как раз эта ревизия была и осуществлена. В связи с тем, что башкирцы подати не платили, как вотчинники, они платили ясак. Позже, когда уже начал формироваться башкирско-мещерякское войско, уже начали фиксировать. Вот как раз с материалов уже 5 ревизии. То есть в данной книге башкирцев нет. Всего вот в материалах 3 ревизии зафиксировано 3 случая, вот, когда записали башкирцев в населенных пунктах. Почему их записали, не совсем понятно. То ли какая-то была ошибка, то ли это татары, которые как раз между ревизиями получили вот такие вот права на землю. Ну, сложно. Ну, башкирцев нет. Башкирцы, они тоже фиксировались, но для этого проводились локальные переписи. Их несколько раз проводили, но эти локальные переписи, они не имели такого формата, как ревизии. Вот в ревизских описывались подушно каждый населенный пункт. А в этих просто общее количество башкирцев фиксировалось. То есть по дворам и общее количество. То есть на основе вот этих вот материалов, конечно, невозможно составить ни родословно, ничего, ни даже вот посчитать, в каких деревнях все-таки башкирцы были, в каких населенных пунктах. Ваши оппоненты заявили, что если вы башкир называете только сословием, то, наверное, они будут называть сословием такие понятия, как ясашные татары. Давайте определимся, попробуем определиться все-таки разницу вот между вот этими понятиями, значит, этносословная категория, этнос, нация. Вот мы по ревизским сказкам кого видим? Татар как этнос или татар как нацию? Или что такое Ну, нет, этносословность? вообще, конечно, в ревизских материалах во главу ставилась фиксация вот сословного статуса. Но, тем не менее, нельзя сказать, что в составе вот ясашных татар это такая сборная сословная группа. Если говорить применительно к 18 веку, то там уже сословие было ясашные люди, в составе которых выделялись вот этносословные группы. Если мы говорим о ясашных татар, то практически основной, даже, можно сказать, ну, почти 100% это ясашные именно татары. Потому что в тех же вот материалах ревизии мы видим представителей других этнических групп, которые тоже относились к категории ясашных людей. Они фиксировались как ясашные, допустим, арийцы, черемисы, и ясашные чуваши. То есть эти населенные пункты тоже есть, но они сюда не вошли. В ревизиях же фиксируются не только названия деревень, там фиксируются все члены, допустим, общины, жителей деревни, их имена. То есть можно четко идентифицировать, там, если тюрко-татарское имя, то, в принципе, вопросов уже не возникает. То есть видно, что он как бы... А если говорить о ясашных и служилых татарах, то здесь, конечно, применительно к 18 веку, то
здесь это надо рассматривать как этносословная группа, в отличие от типтярей, которые там действительно в большей степени, как и башкирцы, это сословная группа. Если говорить о нации, конечно, это такой конструкт. Если говорить о гражданской нации, то он сформировался только во второй половине 19 начале 20 века. Это у татар, да? У татар, да, в эпоху этнической мобилизации, когда сложились определенные предпосылки, и тоже можно сказать и о русской нации, которая сложилась в это время. То есть это более позднее такое понятие нации. Если говорить об этносе, об этнических группах, вот в том числе татар, конечно, применительно к 18 веку вполне корректно говорить, что вот татары как этническое, этнокультурное общество существовало. Именно и такие вот ключевые маркеры татарскости, такие как общий язык, общая культура, в том числе и традиционная культура, и высокая культура, книжная культура. Уже в XVIII веке были общая историческая память. Во многом и элита была общетатарская, уже в это время начала формироваться. То есть вот эти вот маркеры, которые вот уже мы видим в XVIII веке, которые уже существовали и позволили в дальнейшем сложиться татарской нации. Вот, то есть вот эти вот основы, если говорить о ясашных татарах, служилых татарах, конечно, применительно к этой эпохе надо говорить, что это вот именно этнические татары. И то, что тоже вот высказывается, что в состав ясашных, там, особенно служилых татар в 18 веке входили другие этнические группы, которые за счет того, что вот записи в ясашные там, или служилые татары получали какие-то привилегии, это в корне неверно. Потому что, если говорить о ясашных татар, они платили те же самые подати, что и другие несли те же повинности, то есть никаких у них привилегий не было. Если говорить о служилых татарах, применительно к 18 веку, то у них тоже уже в это время никаких привилегий не было. Напротив, на них была наложена очень тяжелая повинность по так называемая лашманская повинность по заготовке корабельного леса. А эту повинность выполняли только служилые люди, в основном служилые татары. И чтобы вот избежать этой повинности и не войти в состав вот, служилого сословия в XVIII веке, вот, массово и чуваши, и представители других тюркских финно-угорских народов в Волго-Урале, они крестились за принятие православия, они как бы освобождались вот от этой вот службы лашманской. Она тяжелая, получается, была, раз они ради нее готовы были поменять Да, религию? это была очень тяжелая служба, то есть надо было в основном зимой в лесу заготавливать там столетние дубы, сосны, мачтовые сосны. Жили в очень тяжелых условиях, в землянках зимой и рубили. Причем они должны были приходить своим инвентарем, своими лошадьми и этим заниматься. То есть это было очень большая смертность была среди лашман. Поэтому говорить, что вот записывались ясашные татары или служилые татары, чтобы получить какие-то привилегии или преференции, это в корне неверно, в отличие от записи в башкирце. Потому что, допустим, татарин или получивший в дальнейшем вошедший, допустим, сословие типтярь, входя в состав сословной группы башкирцев, он получал очень важные привилегии. В первую очередь, большее количество земли. Поэтому это было очень выгодно. Поэтому вот мы отмечаем, что массовая запись татар в башкирское сословие фиксируется уже во второй половине 18-19 веке. Можно выстроить такую цепочку, что, в принципе, татары существовали как этнос, получается,
В XIX веке у татар появляются свои татарские просветители, в том числе Шабабудин Марджани, и мы уже видим процесс становления из этноса нации, да, получается. Да. То есть этот процесс был длительный, и там факторы, определенные факторы нужны были. Но нужна была элита, культурная и экономическая, определенный уровень урбанизации высокий нужно было. Определенные национальные институты должны были сложиться к этому времени. Вот как вы сказали, должно было просветительское движение развивалось, реформаторское, джадидистское движение. Все это процессы были вот запущены во второй половине XIX века, и уже субэтнические общности татар в это время начали консолидироваться, и это происходило не на пустом месте, то есть татарская общность еще сложилась в эпоху Средневековья, и татары помнили, что вот они, у них сохранялась историческая память, а вот татарской общности, башкирские некоторые политтехнологи говорят, что в принципе татары это такой вот появились только в 20 веке, что ясашные татары, там это и марийцы, и другие, там, в том числе и башкир. Но тогда возникает вопрос, вроде как бы и татар-то, получается, и не было, а почему уже вот в 20 веке так получилось, что сложилась татарская нация, и в том числе в Западном Башкортостане, по первым советским переписям начало массово бывшие вот эти вот башкирцы начали себя фиксировать как татары. Надо сказать, что и в том числе и среди башкир в основном просветители, люди книги, высокой культуры, это были татары, в том числе и практически все мусульманское духовенство, это было татарское, то есть просветителями были татары, литературным языком был татарский язык, потому что башкирский литературный язык, он сформировался только в советское время. То есть были определенные вот культурная коммуникация какая-то, которая, и если говорить о 18 веке, конечно, татары существовали, и основным, так скажем, сословной группой, в том числе на территории Фымского уезда, это были как раз ясашные татары, то есть татары-хлебопашцы, татары, которые, ну, говоря современным языком, крестьяне. Татары – это народ с очень богатой древней историей. Татары, в том числе и на территории Башкортостана, это коренной народ. И материалы вот этой ревизии, материалы вот этих ревизий показывают, что уже на начале 18 века было сотни татарских деревень. И наиболее крупные вот сейчас населенные пункты Запада и Центральной Башкортостана, в том числе города, в них проживали татары. Уфа, Стерлитамак, Стерлибаш, Дюртили, ну, весь восток Татарстана. Все вот эти деревни, в основном, они вот здесь вот уже есть. И в них фиксируются ясашные служилые татары, другие сословные группы татар. Радик, первые, значит, 4 ревизские сказки были у нас татары, татарские деревни, а потом их стали упоминать как башкиры и башкирские, да? А что произошло? Почему такая смена произошла? Ну, действительно, вот я, как уже говорил, в первых 4 ревизиях башкирцы не фиксировались, в 5-й ревизии начинает массово фиксироваться башкирцы. Причем в некоторых вот населенных пунктах, где вот проживали ясашные служилые татары, потом Типтяри с 3-й ревизии, там уже появляются башкирцы. Ну, это было связано с тем, что, во-первых, начали башкирцев учитывать в ревизиях, и было связано с тем, что в 90-е годы как раз 18 века, когда вот начали фиксировать башкирцев, было создано башкирское мещерякское войско и кантонная система, и в эту кантонную систему вошли очень много татарских населенных пунктов. Это в первую очередь служилые мещеряки и татары, которые входили в состав этого
войска, военизированные системы, и которые переводились в башкирские команды, получали вотчинные права, они уже начинают фиксироваться как башкирцы. Причем, если проанализировать материалы с 5 по 10 ревизии, мы видим постепенное, постоянное увеличение количества башкирцев, в том числе в тех населенных пунктах, в которых по первым 4 ревизиям фиксируются татары. И уже в материалах 10 ревизии мы видим такую картину, когда массово происходит запись бывших татар разных сословных групп, в первую очередь татар-типтярей, и служилых мещеряков в башкирцы. Это было связано с тем, что в 1855 году, а 10-я ревизия последняя была осуществлена в 1859 году, в 1855 году вышел специальный указ военного министерства о переименовании башкирско-мещерякского войска в башкирское. В этом указе особо подчеркивалось, что все члены этого войска должны фиксироваться уже в статистике как башкирцы. И только в исключительных случаях надо указывать их до башкирской, так скажем, этносословный статус. То есть типтярии, там, бабыли, там, мещеряки. И уже в материалах 10-й ревизии 1859 года мы видим массовую запись в башкирцы. Причем в некоторых указывалось, что вот башкирцы из типтярей. И как бы специалист, который анализирует в комплексе все эти материалы, понимает, что это просто запись произошла. А на самом деле это те же самые татары-типтяри. Но в том числе башкирские исследователи используют, раз в материалах. Вырывается из контекста просто, да? Да, башкирцы написано, ну вот же написано башкирцы. Ну, все это этнические башкирцы. Башкиры, характерный пример. Риза Фахриддин, известный татарский просветитель, богослов. Ее нельзя только назвать татарским, он вообще очень много сделал в целом для мусульманской уммы России. Один из первых татарских историков, автор Асара, ну, очень разноплановая личность, очень такой вот знаковая фигура. Башкирские исследователи пишут неоднократно, писали в книгах, что он как бы этнический башкир. Хотя вот при жизни своей, являясь историком, биографом, он составил родословную свою. Свою и своего отца, своей семьи, на основе которого выходило, что он как бы его предки переселились из деревни Шардана Зеленодольского района. То есть это были ясашные татары, которые в поисках лучшей жизни переселились как раз в Восточное Закамье. И уже в процессе социальной трансформации, взаимодействия, они получили сословный статус башкирца. Сохранилась его метрическая запись и паспорт, в котором в графе звание указан башкирец. То есть в паспорте и в метрических книгах. Но до революции национальность и этнический статус не фиксировался. То есть там вот написано звание башкирец. И на основе того, что вот в ревизиях его в 5-й, 10-й ревизии там его предки были зафиксированы под сословием башкирец, и на основе того, что у него в паспорте было написано тоже вот башкирец, башкирские исследователи, как я говорил, несмотря на то, что у него есть родословная, ну, где четко видно, что он как бы из татарской деревни, и всегда и все его предки были татарами, они вот пишут, что он как бы башкир. То есть вот такая вот определенная манипуляция идет. Ну вот опять-таки мы, если говорим о метрических записях, вот татары, вот заказание, там в этом графе было написано крестьянин. Но мы же не говорим, что вот все татары представители крестьянского народа какого-то. Ну,
То же самое, то есть это сословный статус просто фиксировался. А путем вот таких вот манипуляций выходит, что Реза Фахруддин вот, башкир, хотя вот он себя никогда башкиром не считал, а его родословное тоже свидетельствует об обратном. Я слышал, что точно так же определено история Ахмедзаки Валиди, основателя Башкортостана, одного из основателей Башкортостана, да? Еще какие заметные личности, заметные татары Татарстана и Башкортостана тоже удалось установить, из каких они деревень? Ну, здесь, конечно, надо вот конкретно смотреть. Ну, таких фигур очень много. Надо сказать, что вот вся культурная элита вот, советского периода и дореволюционного периода, она была татароязычная. Поэтому говорили на татарском языке, писали на основе татарского литературного языка. Ну, таких вот фигур очень много, наверное. Есть много спорных фигур, которые вот башкиры претендуют на них. Татары говорят, что вот они как бы татарского происхождения. Ну, башкиры апеллируют то, что вот в какой-то из ревизий он уже записан по сословию башкирец. Ну, в данном случае мы опять-таки можем обратиться к материалам данной книги и посмотреть. В частности, мы знаем, с какой деревни, допустим, происходил Заки Валиди или там другой Галимджан Ибрагим, другие. Мы можем посмотреть, как бы не только посмотреть, кто там жил, но и поднять эти материалы и составить его родословно. Ну, исходя вот из этих данных первых ревизий, мы видим, что Заки Валиди, он был его предки были жителями Тептярской деревни, а до этого они были еще и осашными татарами. То есть здесь уже вопросов не возникает. Здесь еще же вот надо сказать, что башкирцы активно используют шежере для обоснования, в том числе, что вот. Но, как я уже сказал, документальная вот фиксация башкирцев в материалах ревизий начинается только с конца 18 века. То есть документально вот это шежере подтверждается только до конца 18 века. А все остальное, это уже конструируется на основе народных преданий, народного фольклора и каких-то письменных записей, которые нельзя научно верифицировать, доказать. И поэтому здесь вот, если, допустим, мы говорим то, что мы ему на основе этих ревизий можем документально доказать, ну, по крайней мере, до начала 18 века, допустим, жители, составить его родословную и показать, что он, ну, как бы, там его все предки были, допустим, татары, то также вот доказать, что он был башкиром, очень сложно, потому что таких вот комплексных документов, как ревизии, особенно первых, их нет по башкирам. Поэтому здесь вот использование, конечно, шежере – это важный источник, но только на его основе, конечно, нельзя делать. Тем более, если он как бы построен не на документах, а на народной исторической памяти. То есть здесь уже как бы разные категории и научности можно вот рассматривать. Поэтому Радик, большое спасибо за беседу. вам спасибо. Игзер Ахмед.